Селям алейкум. Селям алейкум, herkesке. Как мы и договаривались, сегодня проведем эфир с Ленорой Дюльбер, политологом, консультантом-аналитиком, которая расскажет нам про идентичность. Мы рассмотрим вопросы идентичности крымских татар, мы рассмотрим вопросы социальных табу, публичного порицания, ну и, в принципе, со всем, что с этим связано. Селям алейкум. Вы можете также задавать свои вопросы в комментариях, я постараюсь их озвучить во время нашего эфира. Селям алейкум всем, кто присоединяется. Хайрлах шамлар. Так, сейчас попробую добавить Ленору. Ленора Ханам, селям алейкум. Селям. Очень рада вас видеть. Взаимно скажу, что приятно, да. Я озвучила, в принципе, предварительно тему, о которой мы будем говорить, но для того, чтобы мы были в едином информационном поле, я попрошу вас начать с матчасти, чтобы мы вообще определили, что значит слово «идентичность». Оно очень популярно сейчас, оно очень активно юзается, и, как обычно бывает с популярными словами, мы часто путаем их истинные значения. Поэтому хотелось бы, чтобы вы начали с того, чтобы вы разъяснили вообще понятие идентичности. Ну, не самая любимая моя часть, честно скажу, потому что теория и практика, между теорией и практикой я всегда выбираю практику. Так уж сложилось. Я бы, наверное, начала даже не с теории, а просто с того, что вот почему лично для вас, Марили, вот это интересно, тема идентичности. Именно сейчас, именно сегодня, именно вот в нынешних обстоятельствах. Потому что мне кажется, что в наше время это понятие размывается. То есть очень сложно бывает ответить на вопрос, кто я, с кем я себя ассоциирую, с чем я себя ассоциирую и так далее. И мне кажется, когда человек, например, даже меняет место жительства, переселяется куда-то и так далее, для него все равно важно сохранить и понять, кто он. Иногда даже находясь на родной территории, как бы мы не всегда можем ответить себе на этот вопрос. Вот, собственно, мне кажется, что у крымских татар до определенного момента с понятием идентичности проблем не было. Но сейчас возникает такое ощущение, что появились какие-то тесные рамки для нас, и нам хочется из них выпрыгнуть. Ну, в принципе, вот абсолютно четкое определение дали. Вот хорошо так заменили меня, я даже в восторге от того, что не придется делать ту самую неинтересную работу. Но если серьезно, то вы абсолютно правы в той части, что идентичность — это про своих и чужих, да? Это про набор признаков и каких-то характеристик, по которым мы себя либо относим к какой-то группе, либо, ну, скажем так, исключаем из какой-то группы, да, то, что нам близко и так далее. Зачастую к идентичности, ну, идентичность, она формируется на протяжении какого-то времени, да, то есть на основании, есть разные концепции, разные подходы к определению идентичности, есть разная типологизация и так далее. Я не буду это все говорить, потому что есть, ну, банальные простые способы, на основе которых можно все это объяснить, да. Я бы, наверное, начала с того, что, собственно говоря, есть такой индивидуальный уровень определения себя, да, то есть как мы себя, с чем мы себя идентифицируем, на основании чего у нас происходит вот такая вот градация всего, что нас окружает, и нашего места в этом окружении, да. То есть есть некие представления о нашей, да, если мы говорим об индивидуальном уровне, о самих себе. Есть некие представления о том, как нас воспринимают и как мы вписываемся в некую вот такую вот общую картину мира, да, то есть с этими своими представлениями, эта картина мира некими представлениями своими смотрит на нас. И есть, если мы говорим об индивидуальном уровне, некая наша биография, да, вот, и эта биография, она, собственно говоря, вот непрерывно, она составляет часть нашей памяти, и на этой основе мы строим, ну, вот некую свою историю, да, и мы можем меняться, мы можем
что-то, менять какие-то свои позиции, взгляды, место и так далее, да. Но вот это, скажем так, эволюция, она сохраняется в нашей памяти, имеет очень важное значение, потому что это все процесс формирования вот нас самих себя. Но если мы экстраполируем это на некое сообщество, то, в принципе, схема остается той же. Да? Есть некие представления о нас, да, о самих себе, то есть мы складываем некий формат, да, самих себе, некие мифы, если хотите, да, о самих себе. Безусловно, есть некие представления о нас, ну, скажем так, мира, окружения, в котором мы живем. И это тоже является частью вот наших представлений о себе. Сообщество этого, ну, которое, собственно говоря, и формирует эту идентичность, да. Вот. Ну и самое главное, когда мы говорим о сообществе, об этническом сообществе, это память, да, история памяти. Да. И вот мне кажется, это самое ключевое, потому что история памяти, да, или память истории, да, ну, тут можно играть словами, и, в принципе, это будет приобретать разные смыслы абсолютно. Здесь важно очень то, что из нее формируется некий нарратив. Нарратив – некий набор представлений, которые мы эксплуатируем, на основании которых мы принимаем решения, поступки и так далее, и так далее. То есть то, что нас делает такими, какими мы есть. Тогда, Ленур Абла, я прошу прощения, что вот здесь как раз мне сразу хочется перейти в контекст крымских татар. И у меня возникает вопрос, говоря об истории, да, когда мы говорим о депортации, например, и когда идентичность формируется трагедией, ну, определяется трагедией, как это отражается на настоящем и будущем? Ну, в случае с крымскими татарами здесь нужно сказать, что, ну, скажем так, это не самый здоровый, да, вот такой вот признак идентичности, да, и как бы я хотела об этом поговорить, но чуть позже. Почему? Потому что, Окей. да, это отдельная история депортации. Да, давайте мы тогда отложим пока. Таки, да, к нарративу, к истории памяти или к памяти истории. Почему? Потому что именно нарратив исторический, который он есть, он делает нас легитимными в той картине мира, в которой мы живем. И вот если есть некий консенсус внутренний и внешний по поводу этого нарратива, то тогда вот эта идентичность, она остается вот такой, ну, скажем так, жизнеспособной, да, скажем так, и для окружающих, и для самих себя. Еще один момент, который важно понимать, ну, идентичность – это, безусловно, контекст нации, да, это, безусловно, вот в контексте развития, существования и, ну, какой-то, ну, состоятельности, что ли, нации, да, почему? Потому что определенный этап человеческой истории, он был вот, был завязан на этом, да, и это вот было таким вот фундаментом и образующим камнем, да, на основе которой сегодня мы имеем ту картину политического мира, культурного мира и в конечном итоге цивилизационного, да, вот такого мира. Вот. Поэтому естественно, что идентичность – это контекст нации. Говоря вот о крымских татарах, возвращаясь, так скажем, к нашей теме, здесь я бы, наверное, я бы здесь очертила скорее быстрее поле проблематики, да, такой вот. То есть какие камни мы спотыкаемся все время, и что, собственно говоря, является не только содержанием нашей идентичности, но еще и некими, ну, такими вот спорными, скажем так, нюансами, да. Я напомню, что мы говорили о неком нарративе и неразделимости вот этих вот исторических воспоминаний или памяти, да, и легитимности этих нарративов. И вот здесь у нас возникают определенные, ну, сложности или вопросы. Почему? Потому что для нас абсолютно легитимным является нарратив нашего этногенеза. То есть мы считаем себя продуктом, ну, некого такого симбиоза определенных племен, определенных народов, определенных каких-то сообществ, которые в то или иное время, ну, скажем так, населяли территорию полуострова. Является этот нарратив легитимным для остальной части населения, да, которая нас для остального мира, и вообще известен ли этот нарратив? Для меня это первое такое вот, ну, скажем, первый вопрос нашего такого вот проблематики крымско-татарской идентичности, да. То есть здесь у нас уже возникают вопросы, и, ну, если не для нас, то для окружающего, да. Дальше, если мы идем в рамках развития, то абсолютно, ну, скажем так, бесспорным является для нас самих нарратив о
я бы его так назвала бы гуманитарный блок признаков идентичности, да, там язык, территория и так далее. Так вот, территория нашего развития является, этот нарратив является ли он легитимным и для нас, и для того окружения, которое мы имеем. Имели, имеем или будем иметь. Да. Кроме того, есть еще масса нюансов, и, наверное, самое главное, что не всегда мы сами можем дать ответы на эти вопросы. То есть для нас самих некоторые вот эти, ну, скажем так, островки неизвестности, они вот, собственно говоря, и создают вот место для дискуссий, и не только внутренних, но и внешних. Да. Вот. На мой взгляд, мы должны для себя вот решить эти вопросы. И, кстати, ваш вопрос про депортацию, да, и вот про нарративы эти депортации, ведь он тоже дискуссионный. Да? Для нас это абсолютная трагедия, для кого-то это... Я не буду сейчас воспроизводить, что это для кого, вот, дабы не легитимизировать все эти, ну, скажем так, выдумки. Ленора Ханам, вот возвращаясь к вопросу идентичности происхождения. Мы как-то на Краймен Татарс проводили опрос среди крымских татар, в основном старались сделать акцент на молодежи, на тему того, что а кто же наши предки, как произошли вообще, как сформировались крымские татары и так далее. И вы говорите, что для нас этот нарратив понятен, а для внешней среды нет. Так вот, он непонятен и для нас в том числе, я вам хочу сказать, потому что, к сожалению, по результатам опроса выводы были неутешительные. То есть молодежь не всегда ориентируется, особенно если мы не будем брать какую-то активную молодежь, они не всегда, ну, я думаю, что они часто, точнее, часто, как показывает опрос, они часто не могут ответить на этот вопрос. Ну, я не удивлена, я думаю, что, знаете, как это не абсолютная величина, да, то есть мы не можем говорить, что опрос был... Ну да, конечно, мы его не можем считать репрезентативным, безусловно, но тем не менее. Да, он обозначает тенденции, безусловно. Ну, это еще один, скажем так, островок неизвестности, о котором мы говорили, да, то есть... Вопросы об идентичности, кто мы есть, наше место в этом мире, да, в этих смыслах цивилизации, да, в этой картине, вот оно с этого и начинается. Просто вот когда мы говорим об идентичности, особенно об идентичности крымских татар, я люблю задавать вообще окружающим этот вопрос, и часто звучат, в принципе, очень похожие тезисы, да, точнее, похожие факторы, скажем так, да. Многие называют язык, многие называют территорию, многие называют религию, ну вот, пожалуй, наверное, вот таких 3 основных фактора. Но если мы говорим о территории, тогда, получается, мы исключаем диаспоры, которые, ну, достаточно многочисленные и которые уже там несколько поколений и тем не менее сохраняют свою идентичность. Если мы скажем язык, то, ну, даже мы сейчас с вами говорим на русском, хотя могли бы на крымско-татарском. И если мы скажем религию, то сейчас мне кажется, что этот фактор является больше разделяющим даже часто, чем объединяющим. Тогда что, из чего мы состоим? Какая наша идентичность? Мы состоим из вопросов, как минимум, как видно, да. Вот, это в первую очередь. Вильям, мы же долго не обсуждали эту тему, да, и это в любом случае будет являться предметом дискуссий больших и долгих. Я бы говорила, что мы состоим из всего из этого. Да? Мы не можем брать один признак и брать его как основополагающий. Я бы сказала больше, что мы исключаем из своей идентичности институциональный блок. При всем при том, что мы очень часто апеллируем к каким-то вот, ну, скажем так, институтам, да, которые сформировали нас как нацию, да, как народ, вот, даже как нацию, да, вот, и в то же время мы их исключаем из, ну, такого вот, я бы сказала, из наших координат. Да? То есть мы вспоминаем про Крымское ханство как этническое государство крымских татар. Да? Мы вспоминаем персону Номана Челебиджихана и все то, что предвосхищало, да, вот, провозглашение республики в 20 веке, да? И первый Курултай и так далее, и так далее. То есть у нас это все, вот, оно здесь на поверхности, но тем не менее мы помним факты, мы помним образы, но мы не помним смыслов. Да?
И вот поэтому этот институт, вроде бы он как бы он есть, но вот эта вот инерция, скажем так, институциональная, да, мышечная память есть такое, да, понятие, а вот институциональная память, она у нас как-то вот, ну, хромает в этом смысле, да. Но это очень важно, потому что институциональная вот эта идентичность, она тоже формируется. И это очень важно с точки зрения, если мы хотим состояться как нация, да. То есть и вот важно, чтобы это все было в комплексе. Потому что вот любое такое разделение, оно, ну, как бы мы теряем некую свою часть, мы теряем некие свои смыслы. Почему? Потому что, ну, религия, будем говорить, если об исламе, то это уникальный опыт ислама, да, то есть ислам в Крыму это просто уникальный опыт, учитывая территорию, которая, ну, грубо говоря, вставлена, да, расположена в окружении христианского мира, да. Это уникальный опыт и практика сосуществования вот с такими соседями, да, которые исповедуют, ну, имеют другую практику реализации своих каких-то вероучений и так далее. Это, ну и плюс еще любая география, она влияет скажем так, на то, как формируется, собственно говоря, самовосприятие, да, самоидентификация. То есть наша островная психология, очень много авторов об этом говорят, проводят разные параллели, вот, и она тоже сыграла свою роль, да, то есть за нами море. Исламский весь мир, тюркский весь мир, он, ну, слишком далек от нас, чисто вот физически, географически. И поэтому мы находили некие свои такие, ну, скажем, практики, своя была история взаимоотношений. Да? То есть вот это все, это наш опыт, который вот благодаря, в кавычках, да, из-за вот этих трагических исторических событий, и не только депортации, оно вот, собственно говоря, мы вот потеряли, да, эту, скажем так, вот память, этот нарратив. Вот. Возвращаясь, кстати, к вашему вопросу о депортации, я бы сказала так, у нас просто большая эмоциональная связь с этим событием, да? То есть еще живы и рядом с нами живут очевидцы и свидетели этой трагедии, поэтому мы очень часто к этому апеллируем. Но не меньшая по своим масштабам и трагичности была первая аннексия 1783 года, да, и последовавшие волны миграции, да, то есть это то, что, в общем-то, заложило основы вот такого вот фактического, да, уничтожения, исчезновения вот такой политической единицы на карте мира, да, как крымское ханство, как крымские татары. То есть пройдет пару поколений, и память депортации тоже будет стираться, то есть это не будет уже таким объединяющим фактором, скажем так. Пройдет пару поколений, они будут помнить об истории своей, и как в частности о 44-м, трагедии 44-го года, ровно так же, как мы помним про 1783 и другие даты, да, и другие даты. Но эмоциональной связи ее не будет просто потому, что, ну, вот не останется свидетелей этого, которые воочию, наживо, так сказать, переживали эти эмоции. Вообще этот эмоциональный фон, эмоциональная связь, она, конечно, вот в этой в идентификации и отношении себя к кому бы то ни было, какой-либо группе, оно играет очень большое значение. Поэтому... Тогда у меня появляется другое опасение по поводу идентичности, скажем, крымских татар в будущем. Мне кажется, что у нас сейчас есть, вот из-за того, что у нас эта проблема ну, как бы актуальна для нас, потому что какие-то факторы, мне кажется, мы утрачиваем, а новые какие-то еще не приобрели, мы склонны к копированию. И это копирование, либо просто, ну, вот, тенденции, там, когда мы пытаемся вписаться в глобализацию и так далее, они ведь могут привести к полной потере идентичности. К потере идентичности приводит не глобализация, к потере идентичности приводит не копирование, а отсутствие, вот, ну, скажем так, позвоночника, да, грубо говоря. То есть отсутствие четких ответов на конкретные вопросы. Почему ты крымский татарин? Либо почему ты не крымский татарин? Да? И вот когда мы ответим на все эти вопросы, найдем некий знаменатель под всеми этими островками неизвестности, то тогда, вероятно, мы
мы состоимся, и мы сохранимся. Да? То есть вот как нация. Да? То есть я всегда апеллирую к нации. Почему? Потому что, ну, народом мы в любом случае останемся, потому что физически мы есть. У нас Ахласан, как говорится, да, но физически мы существуем и никуда не делись. Но важно, учитывая темп времени, выживают те некие смыслы, да, то есть есть некие цивилизации. Вот. И этот порядок надо учитывать и, ну, скажем так, реагировать на этот порядок, да, и можно просто стать в глобальном смысле неким сообществом, маргинализироваться и исповедовать ту философию, которую предлагает большинство, грубо говоря. Да, частью некой такой цивилизации с ее там смыслами и так далее, жить что-то, да, вот здесь мы, скажем так, мы теряем время здесь. Ну, просто мне кажется, что в силу того, что мы долгое время пребывали, вот как вы часто говорите, в ценностях выживания, да, как апеллируя к этому термину, сейчас у нас такой процесс происходит, что мы как будто бы не перешли в ценности развития, а пытаемся законсервироваться. И, соответственно, этот процесс мешает тому, чтобы мы вот могли что-то предложить миру. Вообще, как бы вопросы безопасности, они всегда актуальны. Историю крымско-татарского народа, то мы навряд ли найдем благоприятный период нашей истории, когда мы могли что-то создавать в нормальных человеческих условиях. Да? Я утрирую, конечно. У нас не будет нормальных человеческих условий. Мы всегда будем в некой вот такой вот зоне турбулентной. И причина тому, и территория, очень много разных других обстоятельств. Поэтому, если мы будем ждать идеальных условий, то, наверное, мы что-то для себя, ну, что-то для себя определить и что-то для себя понять. То есть мы должны делать параллельно несколько видов деятельности. Да? С одной стороны сохраниться, а с другой стороны найти вот те ресурсы, которые позволят развиваться. И здесь очень актуально, вы говорили о диаспоре. Да, вопрос о диаспоре – это всегда такие вот символические границы идентичности. Да. Если мы говорим о том, что наша идентичность находится в зоне небезопасной зоны, так, да, в условиях, когда ну, пытаются размыть эти символические идентичности, то тогда нам нужно, наверное, менять контекст и расширять эти границы идентичности, да, символические границы идентичности, для того, чтобы наполнить ее новым таким потенциалом. И наша диаспора это всегда будет достаточно такой, скажем, хорошей мотивации для того, чтобы что-то менять. Вообще любая выживаемость, не выживаемость, состоятельность любой группы этнической, да, это способность модернизироваться, способность улавливать вот, скажем так, тенденции сегодня. Как только мы им поймаем, то так только сразу же и выживем. Ленора Блана, тут сразу в этом контексте хочу спросить, потому что диаспоры, которые из Крыма всегда их призывали как бы вернуться домой, и сейчас еще, мне кажется, вот если мы будем говорить с вами о публичном порицании, то сейчас, мне кажется, вот это желание даже уехать там за образованием, за другим качеством жизни, за развитием и так далее, оно пусть, может быть, и не сильно публично, но оно порицается, тем не менее, в крымском обществе. Это такая, мне кажется, новая форма порицания или новый... Ну вот, это, мне кажется, вот все равно тенденции последнего времени, да, новый хайп, да, такой. И если мы будем говорить вообще о публичном порицании в крымско-татарском обществе, сейчас у нас появились социальные сети, благодаря которым очень легко написать комментарий, выразив в нем свою позицию и заодно позицию по отношению там, к той или иной ситуации. Не всегда корректно, к сожалению, мы умеем это делать. Но вообще ваше отношение к самому понятию публичного порицания и как мы можем это использовать
в крымско-татарской среде? Я бы говорила отдельно, да, о таких вещах, как порицание за отъезд, да, ну, в контексте диаспоры, да, и порицание вот в контексте социальных сетей. Почему? Потому что, ну, это немножко разные истории, да, потому что, ну, мы говорили о выживаниях, о выживании, о ценностях выживания, поэтому любая, скажем так, угроза, да, любой риск, который вот не вписывается в устоявшуюся картину мира, да, которая, по мнению сообщества, вот, ну, влияет, ну, скажем так, на ослабление, да, вот этих самых границ, оно воспринимается как вот, ну, скажем так, негативное, да, неправильное действие. Но очень часто у нас отъезд из Крыма, да, ну, скажем так, сравнивают, ну, с процессами ассимиляции. То есть если ты уехал, ты обязательно перестанешь быть крымским татарином. К счастью, это не так. Крымским татарином можно быть и где угодно. То есть турки, когда уезжают в Германию, они остаются турками. Арабы, когда уезжают во Францию, они остаются арабами. Но вот крымским татарином ты можешь быть везде, но вот крымско-татарская нация, возможно, на территории своей этнической родины, да, на полуострове. Поэтому вот здесь нам просто нужно разделять, чего мы хотим. Мы просто хотим оставаться крымскими татарами, либо мы должны создавать территорию, где остаются люди. Да? Вот. И, ну и, собственно говоря, есть потенциал в тексте социальных сетей, да. Ленура, пропадаете, к сожалению. То здесь, наверное, что... Я вас периодически не слышу. Вот сейчас слышно, да. Да? Ну, Да, сейчас слышим. отлично. Если говорить о порицании в контексте социальных сетей, то, наверное, мы здесь должны обозначить две истории, да, как минимум. Это то, что вот наш способ жизни, наша история, они подразумевают, что у нас вот должен быть некий единый центр, который формирует визию на что бы то ни было, будь то политическая визия, будь то культурная визия, будь то филологическая, музыкальная и так далее, и так далее. Да. И эти отголоски традиционного общества, да, они вот, собственно говоря, заставляют, ну, скажем так, вот прибегать вот к таким историям, да, что-то не вписывающееся, да, либо другое мнение, да, которое возникло на каких-то соцсетей, оно воспринимается именно вот так. Да. То есть соцсети, их феномен в том, что там нет, там нет старших, нет младших, нет статусов социальных, там абсолютно горизонтальные отношения. Вот, то есть там все равны абсолютно. Здесь быть своя, ну, какая-то, ну, скажем так, мораль по поводу вот в этих социальных сетях. То есть здесь должны быть готовы к любым исходам все участники этого процесса. И те, кто позволяет себе что-то комментировать. Если в соцсеть, то нужно быть готовым к тому, что это станет предметом публичного обсуждения. Да? Поэтому здесь о границах минимум, но и способы коммуникации вот внутриэтнической, да, в контексте вот тех центров, которые формируют визию на ту или иную историю. Вот, поэтому эти соцсети, они же меняют, в общем-то, глобально многое в нашей жизни, да, и поэтому, ну, скажем так, расстояния перестают быть проблемой, и поэтому реагировать на что-то можно спокойно. А что касается чисто такой вот нашей крымско-татарской истории про единые центры формирования некой крымско-татарской визии, да, то здесь вот это и, ну, такая вот инерция прошлого, да, это инерция, вот, которая у нас была, и плюс еще многие из нас, да, некоторые еще не адаптировались к моменту того, что нация вот географически немножко разделена, да.
Вот, что это тоже вносит свои коррективы. В контексте задать такой вопрос. Я иногда замечаю, что порицаются, ну, в социальных сетях те вещи, которые кажутся чуждыми нам. Я помню, была очень там громкая история с девушкой, стрелявшей пистолетом в воздух, там еще что-то. Ну, то есть те вещи, которые нам не свойственны, и вот они вызывают часто очень бурную реакцию. Но с другой стороны, мы понимаем, что культура общения в 21 веке предполагает защиту своих границ, защиту своего выбора и так далее. И вот тут у меня возникает вопрос, который, в принципе, тезис, который часто очень звучит, не приведет ли наша толерантность к ассимиляции? Вот уязвимым местом. Толерантность чаще была, ну, скажем так, меня слышно? Да-да. Да? Толерантность чаще была нашим инструментом, да, то есть в современном, в период, скажем так, позднего средневековья это веротерпимость, да, почему? Потому что, я еще раз говорю, мы были вот таким мусульманским островком в христианском мире, поэтому здесь, ну, скажем так, умение найти общий язык и принять людей вот с их набором каких-то ценностей, да, это наше преимущество, да. Тут, понимаете, как, если есть пустота, она обязательно чем-то зальется, да, то есть энергия не исчезает никуда и из ниоткуда не возникает, поэтому здесь нужно работать, менять себя вот в такой слабости, да, скажем так, да, или обсуждать вопрос, что толерантность нас же и убьет, вот, а скорее, наверное, сконцентрироваться на заполнении вот их прорех, на которые ответов у нас пока еще нет. Да. Это то, о чем вы говорили, да, когда для молодежи не легитимизирован нарратив о собственном этногенезе, да, для молодежи непонятны истории или дискуссии, или контекст там, Крымского ханства, его то есть мы вроде бы знаем каких-то героев, династию героев, мы вроде бы знаем каких-то деятелей той или иной эпохи, но в то же время мы не оперируем вот тем смысловым набором, который, собственно говоря, ну, важен, наверное, для нас. Которая в некоторых звеньях, да, вот нашей идентичности, она, вот, собственно говоря, и заполняется какими-то чужими, привнесенными, вот, популярными в какой-то степени, да, вот, такую реакцию людей, кто больше, скажем так, в контексте мотива. Ленора Бла, тут есть вопрос. Скажите, пожалуйста, если была депортация, учились в школах других национальностей и почти исчез язык, то так, тут... то есть я так поняла, что не считается ли это уже ассимиляцией? То есть можем ли мы считать, что мы уже ассимилированы? Раз мы тут сидим и говорим о крымско-татарской идентичности, я думаю, что пока еще нет. Если нас еще это беспокоит тема, да? Да. Вообще, ну, я понимаю, что тема языка болезненная, да, но я же говорю, что язык это не единственный маркер идентичности. Я понимаю, что сейчас меня в смартфоны побросают там тапочки и так далее и тому подобное, но... Нет, сейчас просто уйдут из эфира. Ну, да, мы же в 21 веке. Слушайте, ну мы имеем конкретные примеры людей, не крымских татар, этнических, да, которые разговаривают на крымско-татарском языке. Порой лучше самих крымских татар. Вот. Но это еще не значит, что они являются крымскими татарами, да, что они разделяют те смыслы, то будущее, которое мы себе рисуем. Да, то есть абсолютно. Кому-то это в силу профессии надо, кому-то по другим причинам и так далее. Для кого-то это способ, ну, реализоваться в чем-то, да, и так далее и тому подобное. Поэтому язык, да, важно, да, это важная история, да, но, я же говорю, это не единственный признак. Я не сторонница того, чтобы мы останавливались или вычленяли какой-то один маркер. Мы должны в комплексе все это рассматривать, потому что иначе мы опять, ну, вот,
мы потеряем то, что для нас важно, да. Вот вы сказали в один момент про пустоты, которые нам нужно заполнить. Мне бы хотелось, возможно, попросить вас как-то обозначить. То есть, если вы изучали и исследовали, какие это пустоты, что нам нужно заполнять? Ну, тема разговора на самом деле, да. И здесь я бы не говорила вот в контексте того, что мы исследовали, да, с коллегами, в контексте того, что мы уже имеем, да, на руках, что называется. И, и здесь, наверное, ну, скорее важно говорить просто о том, как мы себя ощущаем. Да. То есть здесь нужно, ну, такой себе, скажем, это открытый вопрос, который нуждается в обсуждении. Причем не представители разных специальностей, представители разных профессий, потому что, ну, на самом деле здесь не может быть однозначного ответа. Кроме того, да, то есть мы не обладаем таким набором эмпирических данных, чтобы вот однозначно ответить на все вопросы. Да. Нас нужно изучать, нас нужно препарировать, что называется, да, вот, чтобы точно знать или, по крайней мере, приблизиться к тому истинному состоянию, в котором мы находимся. Поэтому как-то так. Я тут У меня вопрос еще, вижу. да. Да, от коллеги. Толерантность и умение сохранять свои границы, по-моему, разные вещи. Ну, толерантность, я не знаю, ну, для меня это не разные вещи. Почему? Потому что уметь принимать чью-то, ну, скажем так, инакость, да, чью-то другую форму и существования, и при этом не нарушить свои границы, по-моему, это нормальное явление. Ну, я не знаю. Для судакского человека. Ленора Бла, хотела еще поговорить о таком факторе, как традиции, потому что мне кажется, и, возможно, сейчас уже в меня полетят камни и уходы из эфира, что традиции тоже должны трансформироваться. То есть некоторые традиции, которые имели определенную смысловую нагрузку, они как будто бы уже потеряли эти смыслы. Что нам делать в этом случае? Или это неправильно, или это тоже какой-то якорь, за который мы держимся и который определяет нашу идентичность? Ну, традиция – это практика нашей такой вот этнической жизни, да, то есть я не знаю, о каких традициях мы сейчас конкретно говорим, или говорим мы вообще конкретно о чем-то, да, но очевидно, что меняется время и что-то подвергается ревизии, да, то есть возможно, да, поэтому здесь нужно, наверное, ну, здесь просто по-разному, одинаковый ответ на все традиции не будет, я так думаю. Почему? Потому что, ну, как бы, здесь, наверное, нужно детализировать. Почему? Ну, для меня это абсолютно, ну, скажем, простая история про то, как устроен наш быт. А быт, он может быть устроен по-разному, что-то может сохранять элементы этничности, да, что-то нет. И здесь не та принципиальная история, из чего вы пьете хаве. Да, то есть это может быть финджан традиционный, да, а может быть, ну, не знаю, какой-то турецкий финджан, да, не знаю, чайный и так далее. Но от этого хаве останется хаве, да, и вы останетесь таким. Ну нет, у меня, например, до сих пор, когда кто-то не пьет кофе, ну то есть понятно, что мы даже не спрашиваем обычно, да, мы сразу готовим и кладем на стол, как бы как только гость заходит, но я помню, когда-то мы проводили шуточный опрос, точнее, у одного из френдов в Фейсбуке был серьезный опрос по поводу, если крымский татарин не мусульманин, остается ли он крымским татарином, на что у меня возник в ответ опрос, если крымский татарин не любит кофе, остается ли он крымским татарином. То есть у нас такие факторы идентичности интересные. Вот, ну, например, мы как-то, я помню, разбирали традицию даже сёскесыма, и сам, по сути, сёскесым означал то, что это просто намерение парня
пообщаться с девушкой для того, чтобы они поняли вообще, подходят ли они друг другу и так далее. И после Сёски Сыма, собственно, начинались все эти традиции, там, пенджере, хахмах, там еще что-то. А сейчас, как бы, Сёски Сым, это уже все уже договорились, когда все уже решили, и тогда мы приходим там к родителям и говорим Сёски Смек, как бы, да. Вот, то есть очень сильно поменялся смысл этой традиции. И возникает вопрос, если смысл потерян, нам нужна эта традиция или нет? Это как пример. Если сегодня способ коммуникации между девушкой и молодым человеком изменились, эти традиции, они становятся, ну, мне кажется, просто вот таким напоминанием о просто этнической какой-то истории, да. Вот. То есть мы не должны быть такими категоричными. Значит, что это тоже, это та изюминка, которая в наши вот ритуалы, она вот делает наши ритуалы отличными от других. Да? Это то, что... Ну и вообще, как бы, это ж ведь прелюдия, по большому случаю. Ленура Бла, вы немножко зависаете. Я попрошу тех, кто смотрит нас, не ставить сердечки. Я понимаю, что вам все откликается, но из-за этого виснет эфир, поэтому просьба этого не делать. Я вот услышала коммуникация, и, к сожалению, после этого не услышала уже ничего. Я к тому, что если меняются коммуникации между девушкой и молодым человеком, то как бы не значит, что нужно исключать некие традиции. Да? Как минимум потому, что ну, это вот сохраняет ну, какую-то вот свою, скажем так, романтичность, что ли, да, этой истории. Но еще ко всему прочему, да, ко всему прочему, ведь в этом есть и другой смысл, да, то есть смысл такая себе прелюдия к тому, что есть семья. Да? А семья для нас это очень важный институт. Это единственный институт, наверное, который вот сохранился со всех времен. Да? Он пережил все, что мы пережили. Да? То есть, и очевидно, что в этом смысле ну, важно, наверное, сохранить и вот эти традиции. То есть без вот такой вот прелюдии к созданию семьи, наверное, ну, невозможно понять, что есть семья, да. То есть если мы из этой истории выкинем, скажем так, смыслы, какой должна быть крымско-татарская семья, какие ценности она должна нести в себе, тогда это просто останется ритуалом. Если мы оставим эти смыслы и будем говорить о смыслах, опять же, да, то тогда все эти ступеньки к самому главному событию, да, то они важны становятся. Вот вы несколько раз повторили фразу о том, что нам сейчас важно говорить о смыслах. У меня вопрос абсолютно практичный. Как нам это делать? Что это? Ну, то есть какая форма должна быть? Потому что, ну, я понимаю, что мы должны создавать как минимум повод для того, чтобы говорить о смыслах. Ну, наверное, тот случай, когда мы должны порадоваться, что у нас есть технологии, да, и та самая глобализация, которая создает и делает доступными, да. Есть другие, скажем так, ну, мне кажется, мы тут вообще просто оригинальны, и вот наша пассионарность и наша находчивость, она вот потихонечку адаптирует нас к этому процессу. Сегодня в силу разных обстоятельств, ну, наиболее, скажем так, актуальными становятся вот такие медиаплатформы, да. Поэтому, скорее всего, вот они будут и важны. То есть мы отцифровываемся, да, то есть наше общение отцифровывается, и поэтому, наверное, вот именно такие проекты, площадки, точнее, они, скорее всего, будут актуальны. Но особенно в условиях пандемии, особенно в других условиях, да, то есть, наверное, это один из эффективных таких вот способов для дискуссий. В любом случае, как бы там ни было, да, нужно создавать вот эти площадки. Почему? Потому что, ну, во-первых, мы привыкли вот коллективно, да, переживать какие-то свои этапы жизни. Это вот наша особенность крымско-татарская.
Кроме того всего прочего, мы привыкли собираться вместе, да, то есть и это тоже очень важно. То есть наша социальная жизнь, она вот происходит на каких-то дискуссионных площадках, на каких-то сборищах, на каких-то встречах и так далее. Ну, уход в интернет – один из способов. Один из способов. Возможно, тогда ценнее будут физические встречи, реальные в офлайне. Да, они правда ценнее. Ленора Блав, мы на самом деле уже с вами 50 минут почти говорим о смыслах, я надеюсь. И мне хотелось бы все-таки вот тут комментарий прозвучал про ценности, что у нас просто поменялись ценности. И я хотела бы у вас спросить, есть ли вообще такое понятие, как национальные ценности? Ну, то есть вот у меня, например, есть там лично мои ценности, да, я их как-то, какие-то из них сформировались как раз из ментальности, из традиций, какие-то из воспитания, какие-то уже наработаны опытом. А есть какое-то понятие такое национальные ценности, и если оно есть, то что мы можем говорить о современных ценностях крымских татар? Ну, когда мы говорим о ценностях, мы говорим об общечеловеческих ценностях. Да? Это то, что важна наша жизнь, важно наше право на что бы то ни было, на тоже право выражать свою мысль, на свобода всего того, что вот в тех, то, что принято сегодня называть цивилизационными ценностями. Да? Ну и, собственно говоря, то, что, исходя из этого, формирует наше поведение. Поэтому ценности, они, понимаете, как ценности, либо мы становимся, вот, либо мы формируем свое поведение, исходя из этих ценностей, потому что они в нас заложены, либо у нас они не заложены, либо они, вот, скажем так, мы себя изолировали, да, от возможности реализовать себя, да, и поэтому мы не пользуемся всем тем набором, что чем-либо, да. Поэтому ценности не меняются в том смысле, что их набор очевиден, да. Ценности – это не та история, ну, скажем так, это не про, вот я тут вижу вопрос, это не про открытость девушек, да, это про нравы, это про мораль, скорее, да. Вот. А ценности – это вот те самые личные границы, ценности – это та самая коммуникация, да, то есть, опять же, да, вот это все про личные границы, да, и многое-многое другое, да. Понятно, что в сегодняшних условиях, в сегодняшних реалиях мы вот на ценностях выживания сконцентрированы. Для нас факторы безопасности, они... Тут напрашивалась шуточка про этнические составляющие крымских татар, но не будем. Мы говорили о ценностях. Мы говорили о том, что мы сейчас больше в таких вот в ценностях выживания находимся, и очевидно, почему это так. Очевидно, те обстоятельства, которые нас окружают, те риски, которые мы для себя видим. Поэтому здесь очень сложно, да, и мы уже говорили, да, раньше, что одновременно и развиваться, и сохраниться. Но еще раз повторюсь, у нас идеальных условий не было никогда и вряд ли будут, поэтому нужно находить... Знаете, я помню, один очень умный человек сказал, что, да, что крымских татар, ну, скажем так, или поведение крымских татар можно охарактеризовать двумя «п». Пассионарность и пофигизм. Не эфирную лексику. Да, ну вот это вот то, что характерно для нас, да, то есть происходящее вокруг нас мы очень часто, ну, дистанцируемся в каком-то смысле, да, вот, потому что слишком часто вокруг нас что-то происходит. Но в то же время мы в какой-то момент умеем находить вот правильное решение или ответ на ту или иную ситуацию. Ну, как-то у нас получается. И, скорее всего, это опыт выживания, потому что мы уж последние 300 лет все время подстраиваться под меняющуюся реальность, наверное, это не так просто, и это, ну, прокачивает какие-то вот мышцы, да, вот в плане выживания. Поэтому долго находиться в этой парадигме, в этой матрице не есть нормально. Почему? Потому что мир меняется, мир развивается по каким-то своим правилам.
за которыми мы уже не успеваем. И как бы мы с коллегами это обсуждали, говорили всегда о том, что если мы сейчас ну, скажем так, не проапгрейдимся, да, то, вероятно, у нас будут какие-то вот в будущем сложности с коммуникацией с внешним миром. Апгрейд — это образование? Это все, это очень многие сферы нашей жизни, да, которые мы вот сейчас сначала просто восстанавливали, а сегодня пытаемся сохранить хотя бы тот уровень, до которого мы успели вот дойти. Да. Вот, поэтому как-то вот таким Тут комментарий такой, что тактичность в нашей среде очень острая тема, и мне сразу тактичность и токсичность. Две острые темы в нашей среде. Ну, мы слишком близки друг к другу, да, то есть в масштабах большого и такого разного мира у нас слишком мало, и ну, никто не будет отрицать, что мы практически все друг друга знаем, да, поэтому, наверное, вот эта близость, вот такая вот маленькое расстояние, да, оно, наверное, почему-то дает некоторым право вот, ну, скажем так, реагировать на все. Или воспринимать происходящее с кем-то как вот что-то личное, да, как абсолютно личное. Не что-то, а вот абсолютно личное. Вот. Тут такой запрос, говорите на крымско-татарском, пожалуйста. Как только по-татарски будет написано слитно. Согласна. Крымско-татарский пишем слитно. Пишите на крымско-татарском, пожалуйста, нам будет очень приятно читать ваши вопросы и комментарии Анат и Линде. Если они будут заданы на крымско-татарском, мы даже постараемся ответить на крымско-татарском. Ленора Ханум, вот подытоживая, мы с вами на самом деле практически час уже говорим об очень важных вопросах, которые они не охватываются одной беседой, но мне бы хотелось, чтобы мы подвели такие небольшие итоги, и мне бы хотелось, чтобы, возможно, вы озвучили те вещи, о которых я не спросила, или которые вы хотели бы озвучить, особенно про исторический контекст, потому что мы очень быстро так про него пробежались, да, мы обозначили Нааман Челебиджихан, возможно, даже стоило обозначить там Исмаил Гаспринский, это те имена, которые у нас постоянно звучат, но, честно говоря, сейчас вот издается трехтомник произведений, полное собрание произведений Гаспринского, и я понимаю, что мы не знакомы с произведениями Гаспринского. Ну, это то, о чем мы говорили в самом начале эфира, да, то есть у нас есть некие такие, ну, скажем так, образы идентичности, да, но нет такой, но нет дискурса этих образов, да, то есть мы пользуемся их какими-то историческими достижениями, но не пользуемся тем, что они, собственно говоря, создавали. А ведь это часть нашей истории. Поэтому, если мы играем в долгую, то нам важны не образы, нам важны смыслы. Да? Если мы хотим быть просто крымскими татарами, то, в принципе, особо сильно менять ничего не надо. Но если мы хотим стать нацией, да, вот в полном смысле этого слова, да, то тогда нам нужно кардинально пересмотреть, что мы из себя представляем. Почему? Потому что, ну, нация — это такой, знаете, конструкт, на котором держится вот все то, о чем мы с вами говорили, да. И либо этот конструкт впишется в такую вот конъюнктуру современного мира, да, причем динамичного мира, меняющегося мира, либо не впишется. И очевидно, что нам нужно модернизироваться, да, то есть некоторые вещи у нас в процедуре мы как бы отстаем очень сильно. Вот, поэтому не нужно ждать идеальных условий, их никогда не будет. Но наша история, там, прошлое, это просто вот яркий пример того, что не случилось. Нужно сомневаться, что у нас может не получиться. Да, может, но пробовать надо. У Израиля получилось. Вот, поэтому нужно модернизироваться. То есть на вот все эти травмы, на вот некую такую неопределенность всегда является как минимум дискуссией, как минимум попытка что-то поменять. Ленора Блак, к сожалению, мне пишет, что у нас осталось 4 секунды, чтобы сохранить эфир.